Белгородский государственный технологический университет имени Шухова является одним из лучших технологических вузов России. Какие важные тенденции в развитии технологического образования в России вы выделили бы? Сейчас важными технологическими преобразованиями, наверное, я бы выделил это цифровизация всего и вся. Вот по большому счету мы сейчас этим и занимаемся, начиная естественно, такие, не очень подверженные, как мы предполагали, цифровизации специальности до самых продвинутых. Вот сейчас мы над этим работаем. Экономика, строительство, обеспечение инфраструктуры инженерной, содержание жилья, дорожное строительство, конструирование. Все. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы оцифровать и готовить специалистов именно с применением информационных технологий. Специалистов. Белгородский технологический университет – это университет с достаточно хорошей, качественной подготовкой выпускников. Мы входим в 50 лучших университетов России, это из более чем 600 государственных вузов. Мы в этом марте вошли в топ-20 в рейтинге 3 миссии университетов, в топ-20 и 3 наших специальности, строительство на 8-м месте, экология на 12-м месте и 16-е место у информационных технологий. Мы готовим достаточно высококлассных специалистов, которые разрабатывают не только всероссийского уровня технологии, но и мирового. Я уверен, что многие пользуются, в Москве бывали, пользуются парковками. Именно программный продукт разработал бывшими нашими аспирантами. Сейчас это успешные бизнесмены, которые уже вышли на мировой уровень и продают свой продукт в различные страны мира. Казахстан, Израиль, и другие страны. Также наша продукция сейчас, если вы знаете, наша разработка полетела в космос и проходит испытания защита от излучений, материал, который защищать будет электронику и людей. То есть у нас очень много всевозможных достижений. У нас около 300 различных специальностей, но если крупные группы, это порядка 40. Нет только на 2-3 где-то приблизительно направлениях укрупненных групп. Все остальное, это везде обучаются студенты. Поговорим об абхазских студентах, обучающихся в БГТУ, об их достижениях и неудачах. Нам нужны технические специальности, нужны айтишники, но, к сожалению, в школах начинают менять отношение к информатике. У вас на программирование поступают после колледжа, то есть с хорошей базой. Нашим студентам сложно в первые годы обучения. Как преодолеть этот барьер, что вы можете посоветовать? Вы знаете, я бы не сказал о том, что ваши школьники не способны освоить информационные технологии. Наоборот, допустим, сейчас те, которые обучаются у нас на этих специальностях, я ни одного не знаю, который бы не справился с теми задачами, в особенности те, которые поступают последние 2 года. Сейчас у вас очень хорошая подготовка школьников по математике, физике, информационным технологиям. И это, мне кажется, благодаря той программе, которую проводит Министерство просвещения по повышению квалификации учителей. Я думаю, это как раз дает эти результаты. Наши студенты в БГТУ не считаются иностранными. Так ли это? Нет. У нас все, кто русскоговорящий, это, считай, все именно учатся как российские студенты, учатся также и на бюджете, учатся на тех же условиях, как и наши обычные бюджетные студенты. Это, конечно же, хорошо с одной стороны, но с другой стороны иностранный отдел ведет студентов, они помогают адаптироваться к правилам вашего вуза, дисциплинируют. Как много абхазских студентов не завершают обучение в БГТУ по причине их исключения из вуза? Таких не было. Таких студентов, я, по крайней мере, таких случаев не знаю. Я даже знаю о том, что у вас есть студент, который сейчас поступил на очень сложную специальность, это информационная безопасность. Там очень сложно учиться, но есть студент, который успешно учится сейчас на 4-5, закончил зимнюю сессию.
Да, сколько вообще на сегодняшний день студентов обучаются в Около 80. Около 80, 20 человек выпускаются уже в этом году, в 22-м. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах сотрудничества в сфере образования с нашей республикой. Мы сейчас рассматривали вопросы организации здесь работы наших в летний период студенческих строительных отрядов. Также повышение квалификации вашим различным инженерным кадрам и муниципальным служащим. У нас очень хорошая программа сити-менеджеров, это повышение квалификации вот именно руководителей муниципальных служб, то есть городов, районных центров, обычных малых городов. То есть повышение квалификации инженерных кадров различных предприятий, именно системообразующих у вас здесь. Мы сейчас будем разрабатывать с Министерством просвещения программы и уже с этого года постараемся организовать, начиная, может быть, даже с летнего периода. Сергей Николаевич, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.